Алло, Гришка, ну тебе вызвоню. Слухай, летела в узгорода, только его помылась троху. Унук же, айво, слухай, звалился. Слухай, не к добру звалился. Певно, няхочечка б я рассказывала, а я вон нинце звоню, та и не берет телефон. Ну, не знаю, может, еще не приехала. Ты, слухай, вот ты разумный, скажи мне. Унук позвонил, мне сказал, что Шоника, это сбили беспилотник. У нас уже у Минску, у дому нейки, у Минску, на Фрунзенской, мужик сказал, беспилотник, этот урезался у дом. Там уже люди снимали, видели, и он знает еще. Відео ось, правда тобі кажу, російські. Ну, які ж ще, з ким же ж він ще вон дружить. Так вот, что я тебе скажу. Уже его избили, мусить, этот пилотник. Вот что робится. Якое ПВО там у нас, вот что, Гришка, ты чул ты это, недалеко, вот тебе, да, мы били. Вот тебе мирное небо. Уже надо и бояться с хаты выходить. А лишь коли у хаты на хату звалится, так и вот тебе и мирное небо. Вот дождались, это хвалились, у нас войны нема. Так знаете, с кем дружить? На хуляру он с кем дружить? Гроши уже не даете, он просил, ездил, дюрка у бюджете, там миллиарды казали. Хер гроши, вот еще. Вот, и он бы, может, и рады был бы повернуться до Европы, до этой. Так же знает, что один день поживеть, подсыпють ему этого новичка. Ну, что ж его не... Вот и я кажу. А я еще думаю, слухай, вот скажи ты мне, я баба дурная, это ж разумнейше. Это ж у гэтым Аэрофлот этот казали, положили, я гэта тоже унук рассказывал, разумный. Я не разумела, что он мне объяснил. Гэтыя нейкія партизаны, а ліцірныя партизаны, не гэтыя, что у нас были у леса. Нешта ж взломали там у системе. Не сами самолеты, а у системе. И уже ж гэтыя самолеты не летели у Москве. Там был, як это унук казал, коллапс был, во, якія разумные наши гэтыя партизаны. Вот, там убытков миллиарды. Ну, вот, и теперь мусить Путин, видишь, ответочка прилетела, отомстил. На тебе беспилотник у Минск, коли ты не умеешь руководить. Ой, якая дружба там. Вот, милый мой, я тебе скажу. Правда, это все правда. А будет еще что? Учения гэтыя его начнутся. Ой, будет нам, пэўна, с усіх боков на нас. Вот и еще мирное небо, я тебе кажу. Не знаю, что уже тут таке робить. Вот, ты ж разумный. Ну вот тебе правду кажу, сам познаешь, тады позвони, мне расскажешь. Правда, як ёсць, усё я тебе рассказала, як яно и ёсціка. Вот, надо теперь кого жить и бояться. И в небо глядеть, и так яны вон лётали, казали. И на Литву там один звалился тоже, может, про Беларусь летел, из Беларуси. Вот так вот. Правда, усё гэта правда. Ай, добра. Может, газету новую принесла, гляну. Тады табе яшчэ скажуць, и телевизору что скажут. Вот, Гришечка, вот что робится. Вот, людцы милые, добра. О, что робится у свете. Напишите вы мне, ці правду я кажу. Вот вам и мирное небо. Усраться то и мирное небо. Ці пишут тут хоть что робится, чего тут ждать. Соли, спичек купить, чего. Гляди ты его. Не. Тут пишут добро ўсё их. Вон Матвиенко гэта я. Создать хочет демографический спецназ. Что гэта хулера такое? Гэта ж ужо каб ражалі, каб дзяцей рабілі. От яны будуць, ужо этот спецназ будет ходить у койки лазить, заставлять под автоматом, як кажуць,
эту работу робить. Ай, якія дурные, ну, уже не знают, что это смеху варта. Мне ранее вон и спецназу не было, и щекаса того в Советском Союзе не было, а дети были. А теперь уже не знают, что и щекас есть, и вот спецназ им надо. А вот куклу опять стая Матвиенко хочет матрошек заместо этой куклы лабубу, эту лабудубу. Ай, не знаю, нейкія шлялькі там ёсць, дык і нашу нема чаго рабіць, едьце ў койку залезьце, его куклу зрабіць, сама уже не может ляльку радзіць, дык і таку, ай, смеху варта, лишь он указал, а ў Жаневу ж поехала, во, гэта Матвиенко, Валька Стакан у нас звали, мы ж у молодости знаем, кто она такая, во, такая забулдыга, Валька Стакан, прозвище у яе, вот молодежь ж не знаете, я ж знаю, давно живу, Вальку эту Стакан. У Жаневу поехала сраку греть на пляже, пэўна, позвали. Дык что тая Европа тады? Дзе ж яна, тая Европа, что яна? Ці за каго яна? Так кажуць одно, а тут робят другое. На хулерах эту Вальку пускаюць туды, на нейкую там жбюрку. Вот як скажу я вам. Ай, усё гаворуць одно, пишут одно, робят другое. Не знаю, что... Может, телевизор включу. Вот там... Завершится богослужение у нас и везде в России особым колокольным звоном, который глушит все беспилотники. На волокне такие сейчас устройства стекловолокне, только колокольный звон против них и помогает. О, кажется, звон колокольный. О, звон колокольный уже отпугивает гэтых пілотнікаў, ну, дык а што ж ім яшчэ казаць, калі ПВО дзюравае ў іх, ну, колокол будет звонить, уже беспилотники не полетят. То смеху варта, людцы вы мои милые, ну, на што ж гэтых людзей дурыць, ну, алі ж гэта папы гэтыя заўсёды гэтых людзей дурыць. З бабы старой последнюю копейку вон вытягнуть, баба-то на смерть збіраюць на похороны, и отдаю царку, а тады идут бомбы гэтыя свенцюць. Уже не хочу я уже церкву тую. Надо уже нашим тоже вот сказать, ісці нашему папу сказать гэтому, каб молился, каб колокол бил он над поставами Валерию тому толстомордому. Хай тоже оружие свентить видела. Хай тоже колоколы вон б'ють, отпугивают по беспилотника у поставах. А то прилятуть вон як у Мінску. Чим їм? Вой ПВО, вой будет им ПВО, колокольный звон. О, смеяться надо. А во батько, может, скажет, чтобы про беспилотник той? Девчонки, готовьтесь. Война начнется, пойдете как минимум. Мы надеемся, что не начнется. Ну, я тоже надеюсь, но к войне готовимся, на всякий случай. Вот так вот, кажется, готовьтесь, девочки, к войне. От Нинки нема. Я б ей показала, и нам кажет, девочки, готовьтесь к войне. О, я ж кажу, надо вон, спички, гречку, якія крупы. Бульба вон не уродила, вымокла. Куды ховаться нам с Нинкой с той? Позвонюша з гэтай девочки, каб готовілася. А то у ей ўсё добра, як усіх я бацькаў. Добра, зарплата, пенсия, мирное небо, чистенько. Мне уже тошнить от гэтага чистенько да мирное небо. Чистенько у меня тому, что я около своей хаты прибираюсь, а не Лукашенко у меня прибирается. А мирное небо, во вам, хвига вам, мирное небо, поглядите. Уже сам виноватый, на оборонку робить, заводы для беспилотников устроить, прилетить ему с Украины беспилотник. И варта, на хулера ты робишь, помогаешь этому. Два ровные, ай. Вот. Но Вильнюс, в принципе, можно забрать. Слушай, Вильнюс, если отмыть, отремонтировать, то, в принципе, ну, более-менее такая деревня, пригодна для проживания каких-то, ну, не знаю, людей очень... Ну, в Беларуси Вильнюс, наверное, не нужен, но, в принципе, городок можно... О, Вильнюс будет забирать уже. Отмыем, отремонтируем, ремонтники херовые. Який вам Вильнюс вам уже надо? Ну, так вот уже шиплять, я беспилотник на Вильнюс. Вот яны и готовятся к войне. От дурни, ну. У сябе порядок навяди, у сябе вон
подмывай, поремонтировай. А лавка у нас вон на цепах с дротами, будка до гэтай привязана до лавки, ну. Дороги у меня едут, ни машины, ничего. У сябе отремонтировай. У сябе зраби людям порядок, гроши дай пенсию. А ён уже Вильнюс будет мыть, отремонтировать и забирать. Фу, гауну слухать не хочу. Ай, нервы подняла не могу. Скажите вы мне, як до гэтых я бацькаў дагрукацца, як ім аб'ясняць у іхныя дурныя головы, что нема ўжо во, ни мирного неба, нічога. Вот не могу, я аж вот тут мне душа рвется, и ничего не понимаются, дурни. Напишите вы мне, як з ими воевать, с этими ябачками.